Профильный комитет парламентской ассоциации Северо-Запада России по делам малочисленных народов в Сыктывкаре работает не впервые. Общих тем для обсуждения более чем достаточно. Вот, например, проблема компенсации ущерба от хозяйственной деятельности разных предприятий в местах традиционного проживания малочисленных народов Севера. Одним такую компенсацию дают, другим почему-то нет. Восстановить справедливость призывает автор инициативы Татьяна Саладина. То есть, если оленям пастбищам малочисленных народов будет нанесен ущерб, то они будут иметь право на его возмещение. А если оленеводством занимается представитель другой национальности и его пастбищу нанесен ущерб, права на возмещение ущерба по этому порядку у него не будет. Считаем, что такой подход будет ставить оленеводов разных национальностей в неравное положение. Среди приглашенных на заседание постоянного комитета по СЗР внушительная делегация законодателей Ханты-Мансийского автономного округа. Хоть это и не северо-запад, но проблемы схожие, решать их нужно сообща. Тем более, что условия для этого существуют. Между Госсоветом Коми и Думой Югры вот уже как 15 лет действует соглашение о межпарламентском сотрудничестве. На территории как Коми республики, так и Ханты-Мансийского автономного округа Югры проживают коренные малочисленные народы. У нас это ханты, манси, лесные ненцы. И те темы, которые сегодня рассматривались, они на самом деле достаточно актуальны, потому что они направлены на то, чтобы создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни коренных малочисленных народов Севера, для того, чтобы в некоторых вопросах их защитить. Одна из важнейших инициатив профильного комитета касается Воркуты. Удивительно, но наш самый северный город почему-то не включен в перечень муниципалитетов Коми, где проживают коренные малочисленные народы. Как следствие, 53 семьи ненцев, а это 229 человек, не имеют права на социальную пенсию по старости, назначаемую для этой категории граждан. Вопросы социальной пенсии, выплаты социальной пенсии тем коренным народам, проживающим у нас на территории городского округа Воркута, что касаемо нашей республики. Мы понимаем, что это непонятная ситуация, возникшая, когда в разделе Республика Коми городской округ был не включен, и мы сегодня обязаны своим парламентским инструментом добиться решения этого вопроса и включения этого городского округа Воркута. Крайне важно выступить единым фронтом, и тогда предложения северян будут услышаны на федеральном уровне, говорит председатель профильного комитета Матвей Чупров. Максимум внимания расширению мер социальной поддержки граждан, проживающих на северных территориях. Многие, наверное, чувствуют, что север стал не таким привлекательным для жизни, для работы, потому что уровень заработной платы он стал гораздо ниже. Вот, в рамках этого мы будем обязательно этот вопрос рассматривать для того, чтобы внести какие-то предложения, которые мы очень надеемся, что будут поддержаны потом на конференции парламентской ассоциации, для того, чтобы высказать наше общее мнение и какие-то конкретные предложения по улучшению, например, льгот и гарантий. Все предложения, озвученные на постоянном комитете парламентской ассоциации Северо-Запада России, делегатами были поддержаны единогласно. Законодательные инициативы будут направлены в адрес председателя правительства и в Государственную Думу России. Алексей Корчма, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.